Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, радио армандар, республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарындагы учурдагы абал тууралуу, карантиндик режимди бузган объекттерди, базарларды жабуу жана айыппул салуу тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэрі Кузнецова Татьяна Анатольевна, Бишкек шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкармалыгынын башчысы Чаргынов Адилбек Мамбет Мусаевич жана Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Кундашев Кубан Уланович маалымат беришмекчи. Маалымат жыйынды Түзөөдөн ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал радиосу, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктон Кыргыз өкмөтү, социальное правительство баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг о текущей ситуации по городу Бишкек, закрытие объектов, нарушивших карантин режим и наложение штрафов. Об этом нам расскажут вице-мэр города Бишкек Кузнецова Татьяна Анатольевна, начальник управления МЧС по городу Бишкек Чарганов Адильбек Мамбет Мусаевич и главный врач ЦГСН города Бишкек Кундашев Кубан Уланович. Татьяна Анатольевна, вам слово. Спасибо. Добрый день. Дорогие горожане и гости столицы. В городе Бишкек остается повышенным риск заражения коронавирусом, в связи с чем сохраняется карантин и чрезвычайная ситуация. На 12 июня в городе Бишкек количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса составило 610 человек, или 29% от всех случаев по стране. Из них 85 завозных и 525 местные случаи. Из 610 зараженных 482 человека проживают по городским адресам, и 128 человек иногородние. Выздоровело и выписано 367 человек, это составляет 60% от зараженных по городу. 370 контактных лиц из близкого окружения остаются под медицинским наблюдением, умерло 5 человек. Статистика показывает, что из 610 человек 335 составляют женщины, 275 мужчины. По возрастным категориям преобладают горожане от 30 до 60 лет 292, от 18 до 30 лет 183, от 1 года до 18 72, от 60 и старше 63 человека. Из всех заразившихся 610 случаев в столице 130 человек составляют медработники, это 22%, и сотрудники МВД 7,3%. Проводимые эпидемиологические расследования указывают на факты самолечения граждан в домашних условиях, что приводит к росту числа зараженных и их контактных лиц. Из всех заразившихся случаев 63 составляют самообращение, по 34 не установлена причина заражения. И ЦГСН города Бишкек ведет эпидемиологические расследования. Мы усилили работу по определению источника заражения. При подворовом обходе разъясняем важность маршрутов передвижения по городу. Отдельные граждане с положительным результатом на COVID связывают свои причины заражения с посещением общественных мест. Это рынков, торговых центров, общественного транспорта, в частности микроавтобусов. В связи с чем отмечаем важность оформления маршрутных листов передвижения по городу. Фиксируйте свой маршрут, чтобы понимать помнить все места, где вы бываете. На 12 июня в стационарах города на лечении остаются 243 человека. Из них 146 городских граждан. Состояние здоровья у одного городского жителя остается тяжелым. Со средне-тяжелым состоянием здоровья проходит лечение 48 человек, с легким течением болезни 5 человек, и у 64 человек наблюдается бессимптомное течение болезни. 162 человека с положительным COVID-19 являются жителями 25 жилых массивов. В центральной части города наблюдается число инфицированных граждан. Проживают в 12 микрорайоне 15 человек, микрорайон Джал 15, микрорайон Аламедин-1 5, по улице Фучика 6. Наши мобильные бригады работают и осуществляют выезды в 179 очагов инфицирования. Так бригадами было охвачено 699 дворов, домов
и осмотрено и проведено тестирование о 1448 человек. Кроме этого, в целях раннего выявления инфицированных среди населения организована работа подворового обхода путем опроса. Всего медицинскими работниками опрошено 129 жителей 29 жилых массивов. Напоминаем руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность в условиях карантина и чрезвычайной ситуации, строго соблюдать санитарные правила и требования, утвержденные постановлением правительства. В Бишкеке до сих пор приостановлено проведение спортивных, зрелищных, праздничных, юбилейных и других массовых мероприятий. При этом, к сожалению, опасность ковида осознают далеко не все руководители. Так как вам всем известно, что представителями санитарно-экологической инспекции наложен штраф на ресторан «Кайнар» за проведение массового мероприятия. Дорогие горожане, гости столицы, имейте в виду, что любые контакты, встречи, выход на улицу, в магазины, рынки, торговые центры и другие общественные места по-прежнему предоставляют угрозу заражения коронавирусом. Пожалуйста, соблюдайте санитарные нормы и правила, социальную дистанцию, масочный режим. Не занимайтесь самолечением, не назначайте себе лекарства. При угрозе здоровья звоните на горячую линию 118. При несоблюдении санитарных норм и правил звоните в колл-центр мэрии города Бишкек по номерам 1840, 1850. Данный колл-центр работает круглосуточно. Спасибо за внимание. Урматтуу Адилбек Мамедмусаевич, сөз сизде. Ошо аткарылып жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкек шаарынын башкармалык тарабынан аткарылып жаткан ушул дезинфекциялоо иштери боюнча мындан сырткары ошол сиздер көрүп жаткан иштер боюнча кыскача маалымат берсеңиз. Уважаемые горожане, гости столицы, во исполнение протоколов заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики Управлением МЧС по городу Бишкек проведены следующие мероприятия. Согласно приказа правительства Кыргызской Республики от 22 марта 2020 года и приказа министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, личный состав управления переведен в режим чрезвычайной ситуации, с личным составом проведены занятия по соблюдению норм санитарно-эпидемиологических требований. На сегодняшний день среди личного состава Министерства чрезвычайной ситуации по городу Бишкек заболевших COVID-19 нет. В целях обеспечения необходимых условий сотрудникам Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Генерального штаба и Министерства чрезвычайных ситуаций, несущих службу на блокпостах, управлением МЧС по городу Бишкек были установлены палатки, а также укомплектованы кроватями и другими необходимыми средствами для обеспечения деятельности блокпостов. Во исполнение протокола Республиканского штаба по предупреждению завоза COVID-19 на территории Кыргызской Республики, на территории международного аэропорта Манас, бывшем центре транзитных перевозок, силами и средствами управления был развернут пункт временного размещения прибывающих граждан из разных стран. На указанных казарменных блоках дополнительно был проведен ремонт и было подготовлено 1300 койко-мест. Созданы все бытовые условия для временного размещения граждан в обсервации. Также совместно с мэрией города Бишкек дополнительно на территории города были развернуты обсервационные пункты. Общее количество мест на сегодняшний день составляет 2552 места. Так, с 2 февраля 2020 года по настоящее время всего через обсервационные пункты прошло более 9000 граждан. Гражданами, проходившим обследование на вышеуказанных обсервационных пунктах, а также всему обслуживающему персоналу, управлением обеспечивается питание, а также всеми необходимыми гигиеническими средствами. Помимо этого, около 240 граждан Кыргызской Республики, ожидающих переправку на родину в залах ожиданий на территории Республики Казахстан, было обеспечены сухими пайками до прибытия в обсервационные пункты города Бишкек.
Согласно приказа министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Аскара Замирбека Майырпаевича, на территории города Бишкек в целях недопущения и распространения COVID-19 силами личного состава управления организованы мероприятия по проведению дезинфекционных работ в местах пребывания скопления людей на рынках города. Это Орский рынок, Аламединский рынок, рынок Ортосай и другие торгово-развлекательные центры. И улиц города Бишкек дезинфицирующими растворами. Всего было продезинфицировано улиц 2 372 996 погонных метров, территории помещения 1 654 189 квадратных метров. Для дезинфекции на рынках города Бишкек были поставлены боевые расчеты и специальные единицы из числа пожарно-спасательных подразделений города Бишкек. Также силами служб гражданской защиты города Бишкека, а именно муниципальным предприятием «Тазалык» мэрии города Бишкек и Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек проводится дезинфекция улиц и общественных мест массового скопления пребывания людей. Таким образом, МП «Тазалык» продезинфицировано 1 472 168 погонных метров дорог и 576 290 квадратных метров территории общественных остановок. В соответствии с законом Кыргызской Республики о гражданской защите, распоряжением начальника гражданской защиты города Бишкек, мэра города Бишкек Суракматова Азиса Эмильбековича от 22 марта 2020 года был введен режим чрезвычайная ситуация, в связи с чем все службы гражданской защиты переведены на круглосуточный режим функционирования. В целях обеспечения безопасности населения и принятия оперативных мер по недопущению массовых заболеваний среди населения города Бишкек в настоящее время ежедневно проводится заседание комиссии по гражданской защите совместно со службами гражданской защиты города Бишкек. Издано всего 7 приказов и 18 протокольных поручений комиссии по гражданской защите. Хуан Уланович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые горожане, гости столицы. Центром Госсанэпиднадзора города Бишкек в связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Кыргызской Республики в условиях поэтапного порядка возобновления экономической деятельности в соответствии с законом Кыргызской Республики об общественном здравоохранении и по выполнению постановления правительства Кыргызской Республики номером 244 от 11 мая 2020 года о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, утвержденных временным санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, санитарно-эпидемиологические требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции, проводит контроль объектов, возобновивших экономическую деятельность. Контроль проводится в соответствии с перечнем разрешенной экономической деятельности в режиме ЧС. В составе комиссии райадминистрации Первомайского, Ленинского, Свердловского и Октябрьского районов города Бишкек были организованы мобильные группы с участием специалистов районных администраций ЦГСН города Бишкек, СЭИ, МТУ и представителей управления внутренних дел. По результатам проведенных обследований было проведено 1586 объектов. Проверкой были охвачены предприятия общепит, торговли, промышленных и других товаров народного потребления, АЗС, станции техобслуживания, транспортные предприятия, торгово-рыночные комплексы, учреждения, оказывающие финансовые услуги, производство пищевых продуктов, промышленные предприятия, строительные предприятия, рынки и торговля строительными материалами. По выполнению постановления правительства номером 244 от 11 мая были проверены субъекты предпринимательства, расположенные на территории районов, было выдано 3075 санитарных предписаний за несоблюдение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, отсутствие антисептиков, масок у сотрудников, отсутствие дезинфицирующих средств, несвоевременная влажная уборка. В соответствии с кодексом о нарушениях было составлено 642 протокола, вынесено 642 постановлений на штраф на сумму 1 049,5 тысяч сомов. В управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями города Бишкек были переданы 23 материала для принятия мер в отношении руководителей объектов, магазины, кафе, парикмахерские, АЗС, СТО, вулканизации. Административные меры составляют, согласно статье 150, часть 1 и статьи 293 Кодекса о нарушениях
номером 58 от 13 апреля 2017 года. Статья 150, часть 1 влечет за собой наложение штрафа первой категории для физических лиц, 10 расчетных показателей – это 1000 сом, для юридических лиц 50 расчетных показателей – это 5000 сом. За нарушение технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов в области общественного здравоохранения. Статья 293 влечет наложение штрафа второй категории для физических лиц, 30 расчетных показателей – это 3000 сомов, для юридических лиц 130 расчетных показателей – это 13 000 сомов, за невыполнение или ненадлежащее выполнение законного решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа. Хуан Уланович, вот скажите, владельцы общепита сделали обращение, что их штрафуют за абсурдные вещи? Прокомментируйте, пожалуйста. Во-первых, на данный момент мобильными группами совместно с сотрудниками ЦГСН, я бы сказал, за абсурдные вещи не штрафуют. Штрафуют именно за неисполнение требований, которые были указаны в предписании. Это те же средства, дезинфицирующие коврики, ношение масок, ношение перчаток для обслуживающего персонала и по рассадочным местам. Не более 50 человек. И расстояние 1,5 метра. Ну, всем известно, вчера в ресторане «Кайнар» была оштрафована администрация за проведение массового мероприятия. Вот Татьяна Анатольевна выше тоже отметила. И при этом люди, которые принимали участие, должны ведь тоже нести гражданскую ответственность, поскольку ограничения касаются всех. Почему их не оштрафовали? Ну, физических лиц мы не можем штрафовать, как сам служил. Мы должны были, если бы нам оповестили бы заранее то, что там происходит массовое скопление людей, если бы сигнал поступил бы заранее, наши бы сотрудники совместно с сотрудниками внутренних дел выехали бы с райадминистрации, вот мы бы отправили бы мобильную группу. Хуан Иванович, еще такой вопрос. Вот почему штрафуют мастеров салонов красоты? Вот это ногтевого сервиса, куда обращаются. Есть, если ты считаешь, что сотрудник санэпидемстанции неправильно пытается оштрафовать, куда надо обращаться? Пусть обращаются напрямую. Мой телефон 0312 54 45 40. Это прямой телефон. Могут звонить. Или обращаться в мэрию. Адильбек Мамед Мусаевич, вот где посмотреть и узнать правила и нормы для работы студий танцев, тренажерных залов? В постановлении 244 этого не прописано, говорят. Вся данная информация, с данной информацией можете ознакомиться на официальном сайте мэрии города Бишкек. Там все расписаны, какие сферы деятельности могут функционировать и какие требования к ним предъявляются. Спасибо. Татьяна Анатольевна, свободный микрофон, ваше обращение к горожанам. Уважаемые горожане, я еще раз призываю вас соблюдать санитарные экологические нормы, санитарные правила, носить маски, заполнять маршрутные листы. И хочу пожелать всем здоровья, успехов. Самое главное, чтобы в нашем городе данный вирус пошел на убыль. Спасибо. Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге маалым болгондой бүгүн сиздерге Бишкек шаарынын вице мэри Кузнецова Татьяна Анатольевна, Бишкек шаарыны боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкы башкармалык башчысы Чарганов Адильбек Мамбет Мусаевич жана Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Кундашев Хуан Уланович маалымат беришти. Түз эфирде сиздер ЛТР, Алато 24, 5 канал Пирамида, облустук медиа борборлордон кабар, Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен ЛФМ, биринчи радио Кыргыз радиосу, Марал радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство баракчаларынан көрүп угалдыңыздар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.